Всем добрый день! Сегодня мы будем делать варежки из войлока. Для этого нам понадобится форма, из которой мы вырежем будущие наши варежки. Также нам понадобится шерсть стопроцентная. Значит, один вид шерсти мы выбираем еще не сделанный, не сваленный. Это у нас будет основа для варежек, для фона. А это кусочки войлока уже сваленного для рисунка, для орнамента, который мы будем выкладывать на фоне. Также нам понадобится горячая вода вместе с мылом. Это получается такой мыльный раствор. Мы добавляем мыло. Сейчас. Всем добрый день! Сегодня мы будем делать варежки из войлока. Для этого нам понадобится форма для валяния, из которой мы вырежем будущие варежки. Также мы берем шерсть для фона и шерсть для рисунка. Также мы берем мыльный раствор. С помощью него мы будем сваливать наши изделия. Сначала мы вырезаем форму варежек. Всем добрый день! Сегодня мы будем делать варежки из войлока. Для этого нам понадобится материал для формы, из которого мы вырежем будущие наши варежки. Также нам понадобится шерсть стопроцентная для фона и шерсть для рисунка или для орнамента. Также мы используем теплую воду с мылом. У нас получается мыльный раствор, благодаря которому наше изделие будет сваливаться. Сначала вырезаем форму варежек. Вот таким образом мы сначала формы могут быть разные, так как руки у людей разные, конечно же. Эта варежка будет левая, это будет варежка у нас правая. При вырезке, значит, будущего нашего изделия обязательно нужно учитывать и форму вырезать чуть больше формы руки, то есть или человека, для которого вы это делаете, потому что изделие при сваливании уменьшается в несколько раз. Это нужно обязательно учитывать. Дальше мы вырезаем ножницами просто эту форму сначала. После того, как вы вырезаете форму, мы приступаем к раскладке. Раскладка делается слоями, крест-накрест. Мы берем шерсть. Мы сначала обязательно выкладываем фоновую, конечно же, часть. Все по новой? Нет, вот. Сначала мы выкладываем фоновую часть. Она выкладывается слоями крест-накрест. Первый слой выкладывается горизонтально, второй вертикально. Процесс тоже не быстрый, в общем-то. Но для варежек получается, что для каждого изделия, конечно, выкладывается по-разному слои. Если, например, вы хотите сделать потоньше изделие, то берется меньше материала, меньше слоев, соответственно. Но для варежек нужно примерно 4 слоя. Один, значит, слой мы выкладываем горизонтально, потом вертикально. Потом опять горизонтально, потом опять вертикально. Если вы хотите делать более крупное изделие, например, жилетка,
то вам необходимо большее количество слоев. 6 или 7. Вот это вот это у вас прямо вот сюда. Ну, пуховый там шаль. Я не снимала. Вы сейчас. Для дальнейшей работы нам потребуется или москитная сетка, или тюль. Под нее обязательно стелим целлофан, потому что будет много воды. Желательно вот такую пупырчатую пленку, даже не целлофан, потому что она тоже способствует сваливанию более лучшему. А вот этот материал, тюль или, допустим, москитная сетка, как раз и является тем материалом, благодаря которому сваливается изделие, который нам помогает. Но мы сначала сейчас должны, так как мы знаем, что у нас у варежек 2 стороны, да, мы сначала закрываем москитной сеткой и поливаем мыльным раствором. То, что у нас сейчас на этой стороне. Можно даже поставить его поближе к нам при этом. То есть мы еще не сваливаем, мы только смачиваем все слои, которые у нас есть, водой мыльной. В старину люди валяли, конечно же, не с мыльным раствором, у них тогда мыла еще не было. Они использовали золу. Зола, как мы знаем, это щелочь. Поэтому зола, смешанная с кипятком или с очень горячей водой, которую они разбрызгивали с помощью веника по еще не сваленной шерсти, они, получается, что вот использовали именно такой вот метод. Кстати говоря, если говорить о различных тюркских народах, например, о башкирах, то они любое войлочное изделие всегда делали с песней и с плясками. Начиная вообще весь процесс валяния. То есть они, когда даже стригли овец, они пели песни и читали молитвы. Для того, чтобы получилось потом будущее изделие из этой шерсти очень хорошее. То, что мы сделали одну часть работы на варежке, да, мы завернули материал. Теперь мы аналогично делаем на другой варежке. Все края загибаем. Место, где большой палец, мы, конечно же, уже тоже моделируем. Это место обязательно, его уже нужно тоже учитывать. То есть мы не просто вот слепо загибаем, да, а именно вот чтобы большой пальчик, он вышел сюда у нас. Так. Следующим этапом мы накладываем шерсть с другой стороны изделия, так как у варежек 2 стороны. Способов существует несколько. Можно, к примеру, сделать просто как полотно, да, то есть фоновое, вырезать из него по форме, по выкройке форму варежек и просто их сшить между собой. 2 стороны. Есть такой способ. А есть способ, как раз, который мы сейчас показываем вам, в данном случае, где не нужно этого делать, не нужно ничего сшивать. То есть получится у нас уже цельное изделие на исходе. Мы аналогично выкладываем шерсть с другой стороны. Тоже так же крест-накрест. Сначала горизонтально, потом вертикально. И затем мы выкладываем также 4 слоя. Сейчас мы, когда разложили слои на другой стороне, накрываем снова нашей тюлью или москитной сеткой, то, что есть под рукой. Снова смачиваем. Вот сейчас момент у нас будет очень ответственный, потому что нам нужно будет загнуть края так, чтобы правильно смоделировать нашу варежку. Одну и вторую тоже. Так, мы смачиваем, открываем обратно. Если вы заметили, то у нас уже получается что-то подобное, что-то похожее на варежки. Переворачиваем на другую сторону их. И загибаем снова эту же часть, аналогично, как делали с той стороной.
Края очень важно загнуть правильно и обязательно потуже желательно, да, делать. И особенно вот это место, где большой палец. Ну вот, в общем-то, одну мы сделали, аналогично делаем вторую. Очень важно не пропустить момент, когда мы накладываем шерсть, да, то есть чтобы не было дырочек никаких. Все это нужно проследить. Так. Так, это у нас вот так выходит, да, обязательно сравниваем, да, то есть вот у нас получается 2 варежки. Сейчас на этом еще не сваленном изделии, но уже разложенном и намоченном, мы выкладываем наш орнамент, который у нас будет на нашем изделии. Для этого мы берем уже сваленные кусочки войлока. Этот метод называется аппликативным. Ну, от слова получается аппликация, да, то есть аппликация – это накладывание по-другому. Можно, конечно, использовать и другой метод, который называется, например, мозаика. Это когда не сваливается вместе орнамент с изделием, а просто нашивается на него. То есть уже на готовый фон просто нашивается, уже в сухом виде. Но мы в данном случае используем метод аппликативный. Мы попробуем сделать зимнюю птицу снегиря. Как раз у нас фон получился такой белый, и на белом фоне его будет очень хорошо видно. Есть сочетание цветов очень красивое, как раз птички, с таким, как сказать, с такой окраской. Все мелкие детали на примере, ну, допустим, клювик и глазки, это делается потом. То есть это уже не мокрым валянием делается, это делается способом отделки или бисером, допустим, вышивается, или просто цветными нитками красивыми. Мы делаем нашему снегирю только общие его очертания сейчас. Когда мы с вами сделали уже слои, да, мы наложили сейчас рисунок сюда. Теперь мы закрываем специальной сеткой и валяем. Обязательно нужно начать с краев. Это делается для того, чтобы потом не получилось дефектов у нашего изделия. То есть сначала все края мы проходим вот таким образом по периметру, вот этим местом, началом ладони, так скажем, да? Вот, обязательно формировать начинаем место, где у нас большой палец, вот оно, здесь вот. Все делается только с помощью мыла и через москитную сетку. Значит, в самом начале изделия мы валяем очень аккуратно, чтобы не сдвинуть рисунок, не повредить его. Потом, по мере того, как изделие сваливается, мы уже усиливаем движения, вот эти вот, да, с помощью которых мы сваливаем наше изделие. Обязательно не забываем переворачивать, то есть поваляли на одной стороне, переворачиваем на другую сторону. И точно так же, то есть опять края сначала, и от краев идем к центру изделия. Также делается аналогично во всех изделиях, которые вы делаете из войла.